Прежде чем приступить к вакцинации, медицинский осмотр. Маленькому пациенту перед прививкой измеряют температуру, сатурацию, выясняют, есть ли аллергия на препараты. Уже через несколько минут девочка получит свою первую прививку. Камила Циздоева, мама, уверена, что сделала правильный выбор. Женщина не хочет подвергать опасности своих детей. Сегодня была приглашена нашей участковой медсестрой на очередную прививку от полиомиелита. Мы регулярно выполняем все прививки, все мои дети привиты. Естественно, знаем, от чего это делается прививка. Полиомиелит – это неизлечимое, невосстановимое заболевание, поэтому единственная защита – это вакцина-профилактика, которую мы проводим. А тебе страшно было? Нет. А что тебе делали? Прививку. Вопрос детской вакцинации остается одним из наиболее спорных в современном обществе. Полиомиелит – это тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает преимущественно детей раннего и среднего возраста. Инфекция может протекать как в легкой, так и в тяжелой формах. Заболевание начинается как обычное простудное заболевание, вирусное или кишечное заболевание, поэтому симптомы очень схожие. Это головная боль, это повышение температуры тела, ребенок жалуется на боли в конечностях, рвота, тошнота. Поэтому очень легко это спутать все с простудными заболеваниями, что зачастую и происходит у нас на участках. Родители считают, что это просто простуда и не подозревают. Но в дальнейшем развиваются эти боли в конечностях, они усиливаются и, к сожалению, приводят к необратимым параличам. Потом уже в дальнейшем инвалидная коляска у ребенка. За последний месяц в Нестеровской амбулатории была проведена подчищающая иммунизация против полиомиелита, в ходе которой было охвачено более 3000 детей в возрасте от 3 месяцев до 15 лет. К слову, об условиях хранения вакцин родители не должны переживать. Препараты хранятся в холодильной камере, где строго соблюдается холодовая цепь. Запасы вакцины обновляются каждый месяц. Мы сейчас используем вакцину Пентаксин. Она от 5 инфекций: коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит и гемофильная инфекция. Также полимелекс. Это вакцина ИПВ, иначе называется. Хранится у нас вакцина от +2 до 8 градусов в холодильниках. Все меры соблюдаются. Кстати, если в Нестеровской плановая вакцинация практически завершена, то в сельском поселении Алхасты только начинают понимать всю серьезность заболевания. Врачи поясняют, вакцинация не дает стопроцентную гарантию, что привитый ребенок не заболеет. Но даже если это случится, он перенесет болезнь легче благодаря выработанному иммунитету. И все же медики местной амбулатории не сдаются, регулярно ведут разъяснительную работу с местными жителями. Глава администрации хашиха бяхка школе собрание. Цыги дукуни таладиха китта хаятыги аны соглашение женит хунханс. Уахы соглашение юацжи подписать юацжи еще ждать прививка хае. Ансар соглашение шагулеждут уже. Сегодня Россия сохраняет за собой статус страны, свободной от полиомиелита. Однако риск завести штамм вируса из других стран есть. Именно поэтому в республике планируют провести дополнительную иммунизацию от коварного вируса, которая пройдет в 2 тура. Дополнительная иммунизация будет проводиться с 27 февраля по 5 марта. Первый тур и второй тур будет проходить с 3 апреля по 9 апреля. Мне бы хотелось обратиться к жителям нашей республики, к родителям, к бабушкам, к дедушкам, не лишать возможности своих детей быть здоровыми. Вопрос о необходимости профилактической прививки не должен возникать, когда дело касается маленького слабого организма. Медики утверждают, отказываясь от прививок, родители наносят вред здоровью не только своего ребенка, но и окружающих людей. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.